Рецепт хлеба известен человечеству еще с каменного века, когда толченые размоченные зерна случайно попали на раскаленные камни и запеклись. Кстати, у многих народов мира с тех самых времен способы приготовления этого продукта не сильно изменились. И лишь в веке 21 хлеб заявил о себе как продукт инновационный. Это проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Березская. В руках у меня умный хлеб. Итак, мы начинаем. Из этой программы узнаем, когда кусок хлеба заменит таблетку, а сахарный крендель – диету. Чем отличается детский от взрослого и неужели появится хлебобулочная возрастная шкала? Почему наступают хлебные болезни и можно ли их вылечить? Встречают ли батон по одежке и зачем ученые проникают в вашу хлебницу? Хлеб – универсальный и самый распространенный продукт на Земле. Как минимум 11 тысячелетий человечество употребляет его в пищу, модифицируя, совершенствуя рецептуру, технику и технологию его приготовления. Для каждого народа хлеб – это не только еда, но и часть культуры. Франция знаменита багетами – небольшими хрустящими батонами. Итальянцы готовят чиабатту – дрожжевой хлеб на основе белой муки. Израильская маца состоит из теста, не прошедшего процессов ферментации или сквашивания. На Кавказе издавна готовили пресный тонкий хлеб – лаваш, а исконно белорусским хлебом является ржаной каравай. Пристрастие людей к этому продукту объясняют просто. Хлеб содержит все вещества, необходимые организму для поддержания здоровья и жизненных сил. Медики определили, что человек может питаться только хлебом, оставаясь при этом абсолютно работоспособным. Хлеб богат пищевыми волокнами. Клетчатка не усваивается и выходит из организма в неизменном виде, очищая при этом желудочно-кишечный тракт от шлаков и токсинов. Хлеб дает организму белки, углеводы, витамины, обогащает магнием, фосфором и калием, что необходимо для работы головного мозга. Ученые рассчитали, что взрослый человек должен съедать в сутки от 300 до 500 граммов хлеба, а при тяжелой физической работе и все 700 грамм. Однако хлеб хлебу рознь. Не все его виды одинаково полезны. Диетологи все громче говорят о вреде хлеба и рекомендуют ограничить его потребление. Причин тому множество, начиная от наличия в составе хлеба глютена, вызывающего пищевую аллергию, и заканчивая высоким гликемическим индексом, что приводит к набору лишнего веса. В то же время изделия из муки грубого помола являются настоящим лечебным продуктом против ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и других болезней. Мы находимся в лаборатории, где изучают хлеб и создают абсолютно новые сорта. И мой первый собеседник уверен, что хлеб – это не только важный элемент национальной культуры, но и науки. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Лаптенок, заместитель директора государственного предприятия «Белтехнохлеб» научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Наталья Сергеевна, так почему же хлеб стал предметом научных исследований? Может быть, как давно он стал? Наука хлебопечения – это, конечно, молодая наука, можно сказать. Но я считаю, что хлеб – это очень важный продукт, который должен ежедневно присутствовать на столе каждого из нас. Поэтому, кроме того, чтобы он был свежим и вкусным, я думаю, он еще должен обладать какими-то полезными функциями, которые необходимы для здоровья нашего организма. То есть я так понимаю, что хлеб сегодня переходит в так называемую группу функциональных продуктов питания, благодаря в том числе и разработке вашего предприятия. Наше предприятие за годы, которые мы занимаемся научными исследованиями, разработало 36 технологий производства хлебобулочных изделий. Нами разработана технология производства хлебобулочных изделий для лиц пожилого возраста. Это изделия, обогащенные кальцием, селеном, витаминами группы В, биофлавоноидами. В РНПЦ гигиены проведена и доказана эффективность употребления данных изделий в пищу. И установлено, что в корзине, когда потребитель этот хлеб присутствует на столе, он помогает укреплению сердечно-сосудистой системы человека. Также повышает физическое состояние, улучшает, а также повышает адаптационные возможности и продление активной жизнедеятельности людей пожилого возраста. Наверное, одной из интереснейших технологий, разработанных также специалистами нашего предприятия, является хлебобулочное изделие повышенной пищевой и биологической ценности для людей, занятых тяжелым физическим трудом. На сегодняшний день также были проведены биологические исследования в Институте биоорганической химии НАН Беларуси, которые подтвердили, что употребление данных изделий в пищу способствует более
быстрому восстановлению после физической нагрузки, а также повышает адаптационные возможности организма к действию физических динамических нагрузок и рекомендованы для употребления в пищу людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Класс! Вот не надо в аптеку за БАДами, просто в магазин за хлебом сходил и вроде как. Нашим предприятием разработаны хлебобулочные изделия, такие как хлеб школьный, батон юниор, рожок вундеркинд и широкая линейка изделий в Институте фармакологии и биохимии. НАН Беларуси доказано, их функциональность, употребление их в пищу способствует повышению иммунитета организма детей. Кроме того, еще есть изделия, обогащенные витаминами А, Е, кальцием и магнием. А вот так он полезен, когда свежий ваш вот этот новомодный хлеб, или когда чуть-чуть подчерствел, уже вчерашний? И вообще, в принципе, хлеб какой полезнее? Наверное же свойства сразу вот из печки, вот и сразу все там будет. Хлеб, даже черствее, не теряет своих полезных свойств. Это, наверное, единственный продукт, которым сохраняется даже в черством его все полезные вещества. Наверное, недаром есть традиция встречать и показывать гостеприимство хлебом и солью. Да, хлеб – голова всему. Ну что ж, у меня еще есть к вам несколько вопросов, но я предлагаю нам с вами сейчас посмотреть сюжет. Мои коллеги отправились в лабораторию этого предприятия и посмотрели, как же проверяется хлеб на качество. Настоящий хлеб начинается с закваски. Именно ее и готовят здесь, в лабораториях Белтехнохлеба, по заказу большинства хлебозаводов и пекарен страны. Это закрытое и практически стерильное производство. Хлеб пекли до нашей эры. Совершенно не представляли, что в разрыхлении хлеба, в производстве хлеба участвуют такие микроскопические микроорганизмы. И они были только обнаружены, когда был изобретен микроскоп. Заквасочные культуры, они помогают создать хлебу тот необходимый аромат и подъем, который вот мы на сегодняшний день видим в хлебобулочных изделиях. То есть это не просто какая-то химия, это совершенно реальные штаммы, выведенные из деревенских заквасок. Это чистая культура микроорганизмов, не патогенные совершенно штаммы и совершенно безвредные для человека. Но не все хлебные жители такие безобидные. Специалисты знают, что вкуснейшее лакомство за пару дней может превратиться в оружие массового поражения. Микробиологические показатели, в частности в хлебе, нормируются в хлебобулочных изделиях с начинками. Это показатели количества мезофильных, аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, колиформные бактерии, также сальмонелла – это патогенные микроорганизмы, бактерии рода сальмонелла. Также нормируется протей и нормируется количество плесени. Хлеб – это, конечно же, ежедневный продукт на нашем столе, поэтому должна быть гарантирована его безопасность. Но основной такой бич на сегодняшний день – это, конечно же, плесневение и картофельная болезнь. Картофельную болезнь хлеба провоцирует микроб, живущий в почве – картофельная палочка. Она сумела широко распространиться в растительном мире. Подавляющая часть зерновых частично или полностью подвергается обессеменению. Комфортнее всего картофельная палочка чувствует себя в несдобных хлебобулочных изделиях из пшеничной муки, то есть в обычном батоне. Проявится у потребителя при неправильном хранении, можно добавить так, потому что хлеб все-таки продукт чистый и выходит из печи полностью стерильный. Но картофельная палочка, она не погибает при, допустим, температуре выпечки и в какой-то степени в мякише хлеба может содержаться. Понять, что с хлебом явно что-то не так, очень просто. Во-первых, он будет иметь неприятный запах, похожий на аромат переспелых овощей или фруктов. Во-вторых, корка хлеба потеряет упругость, а мякиш станет темным, вязким, похожим на слизь. Все эти признаки болезни будут обнаружены не раньше, чем спустя 2 суток после даты выпечки хлеба. Есть такой хлеб не решится даже самый голодный человек, поэтому обычно отравлений не происходит. Но ученые продолжают искать средства остановить развитие болезни и массовую порчу хлеба. Какие в целом инновационные решения сегодня предлагают ученые для хлебопекарной отрасли? Нашим предприятием разработаны инновационные технологии, способные продлить жизнь хлеба и обеспечить его микробиологическую чистоту без применения каких-либо добавок, либо консервантов. Нами разработана технология заморозки хлебобулочных изделий, технология консервирования хлебобулочных изделий методом тепловой стерилизации, это воздействие высоких температур, и, кроме того, консервирование хлебобулочных изделий спиртом этиловым. Данные технологии позволяют обеспечить показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий от 9 суток до 6 месяцев.
Вы рассказали про хлеб для пожилых людей специальный, да, для школьников, для маленьких детей, для беременных женщин, я знаю, есть. Я так понимаю, близится время, когда хлеб станет лекарством, или это время уже наступило? Одной из важнейших разработок нашего предприятия является разработка технологий производства диабетических хлебобулочных изделий для больных сахарным диабетом. Это линейка хлебов Веды. Эти изделия прошли исследования в Институте физиологии. По результатам исследований могут быть рекомендованы в качестве лечебно-профилактического питания при ишемической болезни сердца, сахарном диабете, артериальной гипертензии, а также в качестве пищевого фактора, препятствующего преждевременному старению организма. При разработке наших изделий мы применили принципиально новый подход и новые виды сырья, которые способствуют более медленному усвоению углеводов в организме человека, что не приводит к резкому всплеску сахара в крови. Безусловно, это благоприятно сказывается на состоянии диабетиков. Наверное, над чем-то еще сейчас работаете. Над каким диагнозом? В будущем году планируем завершить, а также представить вашему вниманию экструзионную продукцию и хлебобулочные изделия для питания беременных кормящих женщин. Очень широкий круг исследований проведен по этому вопросу. Ретроспективный анализ данных в республике изучен за последние десятилетия. Это то, чего не хватает нашим будущим мамам и уже ставшим мамам для того, чтобы восполнить это не какими-то лекарствами, а именно с помощью хлебобулочных изделий. Что ж, спасибо огромное. Я желаю вам успехов. Ну а мы давайте посмотрим, какие кренделя выписывают ученые всего мира, чтобы придумать хлеб будущего. Время научного дайджеста. Датские ученые выяснили, цельнозерновой хлеб укрепляет иммунитет. Оказалось, минимальная обработка зерна сохраняет в нем вещества, что запускают в человеческом организме защитные реакции. Согласно данным анализов крови, у людей, которые ели цельнозерновой хлеб, наблюдалось существенное усиление иммунной системы. Российские исследователи заявили о создании хлеба, обладающего гепатопротекторными свойствами. Он состоит из смеси ржаной и пшеничной муки с применением молотой расторопши, соевого белка и рапсового масла. Эти компоненты позволяют повысить пищевую ценность хлеба и обеспечить рациональное соотношение минеральных веществ и жирных кислот, которые и защищают печень. Хлеб с семенами льна снижает артериальное давление. К такому выводу пришли кардиологи США. В исследовании принимало участие 110 человек с диагнозом гипертония. Одна группа из них регулярно ела богатые льном бублики, кексы и хлеб. Суточная доза льна составляла около 30 граммов. К концу эксперимента почти у всех из них снизилось систолическое и диастолическое артериальное давление. Ученые разработали рецепт хлеба-антидепрессанта. В него входит гормон радости – серотонин. Над его созданием работала международная группа ученых. Его назвали «веселым хлебом». Разработка уже получила неофициальный статус продукта будущего, а выпускать чудо-хлеб начнут Япония, Индия и США. Американские ученые разработали технологию, позволяющую сохранять хлеб свежим в течение 60 дней. Секрет заключается не в новой рецептуре или добавлении химикатов, а в специальной обработке микроволнами. Испеченный хлеб помещают в машину, где убиваются споры плесени. Как уверяют авторы новой технологии, так можно обрабатывать не только выпечку, но и практически все продукты, от мяса до овощей. Значимость изобретения подтверждает статистика. В Великобритании, к примеру, выкидывают треть всего производимого хлеба, а средняя американская семья относит на помойку около 40% купленной провизии. Далее в наукомании. Кто живет в хлебе и как выглядит таблица Менделеева в мякише? Булочка мечты или какой наукой должен овладеть будущий пекарь? Телевидение, к сожалению, пока не научилась передавать запахи, но поверьте, тот аромат, который я чувствую, свежеиспеченного хлеба, заставляет забыть обо всем, кроме хрустящих булочек. Ну, а хозяйка всего этого великолепия, технолог предприятия «Белтехнохлеб» Светлана Пашук. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Пашук, технолог, ведущий специалист государственного предприятия «Белтехнохлеб» научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Раньше для любого человека хлеб был основой питания. Наши бабушки, родители, все помним, хлеб всему голова, да? Сегодня диеты, якобы правильное питание, и многие отказываются от хлеба. Правильно это или неправильно? И, может быть,
эта тенденция, так скажем, не для всех, может быть, кто-то и не отказывает? Если хлеб из высшего сорта, как у нас сейчас, то, конечно, если вы следите за фигурой, вам нежелательно. Потому что в высших сортах, во-первых, много крахмала, много сахара, который очень быстро усваивается и влияет на вашу фигуру. Но если вы хотите, чтобы у вас была хорошая фигура, хорошая кожа, красивые волосы и ногти, вам обязательно надо будет кушать хлебобулочные изделия. Особенно вам будет важно, вот у нас тоже лежат тут хлебцы, которые сделаны по такой технологии, где много пищевого волокна. Оно способствует тому, чтобы все вредные вещества выводились из организма. Кроме этого, у нас обогащаются дополнительно питательными нутриентами наши хлебобулочные изделия, которые помогут поддержать ваше здоровье. Вот в печи у нас хлеб, я вижу. Может быть, достанем, вы про него расскажете, он какой-то умный? У нас хлебушек выпекается в формочках. Мы его выпекаем. После этого мы охлаждаем хлебушек, потом нарезаем, и наши специалисты обязательно его пробуют для того, чтобы оценить его вкусовые качества. Мало того, что он должен быть полезным, как говорят, что не всегда то, что полезное, вкусное, мы стараемся, чтобы он был обязательно вкусным. Светлана, вот достали из печки, да, вот он горячий. Пробуют сразу или он должен остыть? Даже на предприятиях нельзя его упаковывать горячим, он должен обязательно остыть. Во-первых, это вредно для самого желудка у человека и не принесет вам той пользы и того приятного ощущения, как вы хотите. Конечно же, если вы любите горячие тосты, то все равно после того, как хлебушек остыл, вы можете его еще раз подогреть и, в принципе, использовать. Нежелательно свежевыпеченный хлеб есть. И если вы вспомните, в деревнях, когда пекли бабушки хлеба, они пекли не на один день. Это почти было целым празднеством. Дома пекли, когда хлеб, всегда должно было быть спокойно, тихо, должна была быть хорошая обстановка, потому что, когда подходит тесто, даже считается, что оно как живое, и нельзя, чтобы было какой-то ругани или каких-то других громких слов. Всегда хозяйка выпекала этот хлеб, и пекли они практически на неделю. Хороший хлеб при нормальных условиях так и хранится. Ну что ж, ждем, пока остынет, а пока смотрим сюжет. Моя коллега Екатерина Пенза побывала в учебном заведении, где готовят пекарей. Эта пекарня не что иное, как учебный класс. Десятки молодых рук здесь каждый день смешивают муку с водой, чтобы понять, что же такое хлеб. Традиционные рецептуры. В состав в основном входят натуральные виды сырья. Даже улучшители мы не добавляем. Улучшители для хлеба – это такая же отдельная группа пищевых добавок, как красители и консерванты. Их задача – сгладить недостатки, к примеру, технологии или качества муки. Это может быть как простая аскорбинка, так и пугающие потребителей своим названием химические вещества, как соли кальция или азотодикарбаминат. Они делают мякиш рыхлым, а поверхность булочек – эластичной. Бывает, мука мало полежала, то есть уже хлеб будет не такой. Специально надо знать выдержку, надо знать дозировку. Дозировку соотношения дрожжей, муки. Если это заварные хлеба, как правильно приготовить заварку изначально. Как правильно ту же муку перепросеивать, сколько она проходит процессов вообще до попадания в хлеб. Маленькое производство, у нас здесь в основном дети учатся, они здесь получают первые азы. Продукция у нас без всяких химикатов, добавок, и причем это принципиальная позиция. Слишком много у нас сейчас существует производств, к сожалению, с, скажем так, не очень-то натуральными компонентами. Здесь студенты четко усваивают, чего в хлебе не должно быть, чтобы он оставался полезным продуктом. Различного рода эмульгаторы, пальмовое масло, жиры растительного происхождения. То есть вот это есть не очень хорошо. За 3 года ребята осваивают тонкости производства разных сортов хлеба – батонов, булок, ватрушек. Учатся читать рецепты и использовать оборудование. Хотя опытный пекарь многое может определить только на ощупь и на глаз. Некоторые операции невозможно механизировать. Например, плести из теста косички или наносить насечки. Сейчас вот эта группа выпекает трубочки, придать им нужную форму – настоящее искусство. И вот тут, чтобы... Да, нахлёст, я говорю, а сколько не натягиваете? Будущие пекари должны научиться, как пир для сладкоежек можно превратить в диетическую трапезу без потери вкуса, аромата и удовольствия от любимого пирожного. Существуют такие изделия, которые имеют пониженную энергетическую ценность. То есть человек, употребляя в пищу такие продукты, получает меньше калорий.
И, соответственно, эти калории меньше откладываются в жиры. Особо любознательные из них узнают, что фу – это название японского тонкого хлеба, а чапати – индийская пресная лепешка. Чем отличаются калачи от куличей, как приготовить витушку и как традиционные рецептуры подчинить современным технологиям и спросу. Мы снова в эфире. За время сюжета я успела попробовать хлеб, который выпекают по науке. Скажу вам, очень вкусно. Ну а мы продолжаем разговор и продолжаем о добавках. Что еще добавляете вы в хлеб, чтобы он был не только вкусным, но и полезным? В последнее время мы стараемся использовать натуральное сырье, и желательно, чтобы оно было именно наше белорусское. Мы используем зерно, как пшеницы, так и ржи. Несколько способов его применения. Мы можем его как проращивать. Всем известно, что в пророщенном зерне очень большое количество питательных веществ, и оно повышается в сравнении с тем, которое у нас в самом изначально сухом зерне, которое когда сеется. И вот всю силу пророщенного зерна мы используем в хлебобулочных изделиях. Кроме самого зерна, как ржи, так и пшеницы, мы используем и другие добавки. Это может быть различные семена, такие как подсолнечник, кунжут, лен. Как всем известно, в льне очень большое количество омега-жирных кислот, которые тоже сейчас наши потребители прекрасно это знают и стараются для поддержания своего здоровья. Некоторые покупают его в пузырьках, некоторые предпочитают есть в свежем, хорошем хлебе. Кроме этого, у нас используются другие продукты зерна, такие как зародышевые хлопья пшеницы, используются сами отруби, потому что многие, кто смотрит за диетой, за своей фигурой, они прекрасно знают, что такое отруби или та же клетчатка. Она продается отдельно в пакетиках, но все-таки мы смотрим, что тенденция такая есть, и стараемся добавлять необходимых количествах, и чтобы соответствовать всем стандартам, которые предоставляет нам Министерство здравоохранения, мы добавляем в тех количествах, чтобы это было и полезно, и вкусно. Много раз слышала от иностранцев, которые приезжают в нашу страну, они говорят, ну у вас такой вкусный хлеб, вот у нас на родине, особенно когда далекие страны, вот у нас на родине не такой. В чем секрет? Поделитесь. Для того, чтобы хлеб был того вкуса, как мы хотим, необходимо подобрать определенные закваски. У нас используются как густые, так и жидкие, но жидкие у нас очень сейчас хорошо используют наши предприятия. Это для заварных сортов хлеба закваски Дель Брюка. Они обладают определенными вкусовыми качествами и передают тот неповторимый аромат, который мы у хлеба заварного хорошего чувствуем. Кроме того, что сама технология хлеба, кажется, вот что там выпечь хлеб. Любая хозяйка дома может выпечь хлеб из хлебопечки, и, в принципе, за несколько часов у нее уже будет на столе ароматный хлеб. Но это не та технология, которая применяется на предприятии. Иногда, чтобы выпечь хлеб, проходит больше суток, чтобы приготовить тесто, чтобы оно выбродило до той необходимой кислотности, набрало те ароматические вещества, которые мы хотим, и чтобы он был по-настоящему неповторимым. Также используется наше белорусское сырье, картофельное пюре. Мы тоже используем его в приготовлении, используем солод. Как светлый, так и ферментированный, неферментированный. Он тоже придает определенные вкусовые качества. Для гурманов и тех, кто любит какие-то пряности, у нас добавляется кориандр или тмин. И другие пряности, которые добавляют ту изюминку для хлеба. Поэтому хлеб, который выпекается на наших государственных, можно так сказать, хлебозаводах, мы называем их наши, потому что мы очень плотно с ними сотрудничаем, он очень полезный. И самое главное, что он безопасный. Его могут есть как взрослые, так и дети. Конечно, сейчас наши предприятия стараются немножко угнаться и за другими производителями, мелкими и частными. Они используют у себя более короткие технологии, используют много добавок не совсем природного характера, которые не всегда либо изучены, либо полезны. Но на предприятиях мы стараемся держать, чтобы было именно полезное сырье, которое натуральное, и чтобы как можно меньше было добавок. И если вы посмотрите на хлебобулочные изделия, в основном те, которые вы найдете, это в соли, ну и соль вы сейчас без «е» не купите, называется, или в маргарине. Остальное сырье практически все натурально. Ну, я правильно понимаю, что практически весь хлеб, который выпекается в этих лабораториях, можно все-таки найти в магазинах? Или какие-то технологии только у вас? У нас есть технологии, которые пока только у нас, мы их отрабатываем. И пока мы не отработаем у себя, потом мы идем на предприятие, отрабатываем на предприятии. Когда у нас все получается, дальше идет у нас внедрение. И мы тогда уже даем возможность предприятиям освоить наши новые технологии. Спасибо вам огромное. Вкусных вам новых разработок.
А у нас рубрика «100 идей для Беларуси» и пекарь, который мечтает создать самый вкусный хлеб в мире. Давайте посмотрим. Я люблю хлеб. Если бы меня попросили сделать новый хлеб по новой рецептуре, я бы сделал вкусный сладкий хлеб, где сладкий вкус. Я бы добавил в него много сахара и много сладких фруктов. Сначала изготавливается тесто, потом тесто формуется. Тесто в форму укладывают. Хлеб может быть круглый, может быть прямоугольный, то есть укладывается в форму и отправляется в расстойку, чтобы тесто подросло. Там в расстойке определенная температура, влажность, и после определенного времени в расстойке тесто отправляют на выпечку. Буду креативно подходить к профессии, предлагать свои варианты. Сейчас очень большое количество хлебов. Со временем выбор хлебов будет еще больше. С арахисовой мукой, горчицей, вытяжкой из водорослей, микрокристаллами целлюлозы. Выбор хлеба остается за вами, ну а в лабораториях продолжаются опыты по созданию еды нового поколения. Мы обязательно о результатах этих опытов вам расскажем. Смотрите «Наукоманию» на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24». До встречи!